Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Колледж креативных индустрий «АЯ Рустар» является уникальным учебным заведением, в котором все специальности направлены на возрождение и сохранение традиций народных промыслов с учетом современного образа жизни, условий быта, тенденций развития декоративно-прикладного искусства коренных и малочисленных народов Севера. Оправдывает ли колледж свою уникальность? Об этом мы сегодня поговорим. Наш гость студии Константин Филиппов, заместитель директора колледжа креативных индустрий «АЯ РУС». Константин Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот о чем хочу поговорить для начала. Где находится колледж, по каким профессиям все-таки там можно конкретно получить уже, что называется, рабочие специальности? Или прикладные? Ну, наш колледж креативных индустрий «АЯ Рустар» находится в городе Якутске по улице Кирова, 32. Ну, в данное время мы реализуем 10 специальностей и направлений, такие как конструирование, моделирование, изготовление технологии легкой промышленности, анимация, анимационное кино, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, дизайн по отраслям, музыкальное звукооператорское мастерство. О, ничего себе! Да. Также у нас и кино и телепроизводство, тоже новая специальность, тоже реализуется. Ну и также у нас есть информационная система программирования, социальная работа, ну и также графический дизайн, одной из востребованных специальностей в данное время. Ну, у вас все специальности, по которым вы готовите, сейчас с учетом активного внимания к креативным индустриям, я могу сделать предположение, что все востребованы. Да, вы правы, в принципе, да, вот. Даже вот по статистике можно даже судить, есть национальный рейтинг трудоустройства выпускников, мы входим тоже из лидирующей позиции именно по трудоустройству нашего колледжа по России, мы занимаем 28 место национального рейтинга. Вот, Константин Константинович, вы сказали, что у вас есть специальность музыка и звукооператорское мастерство. Кого вы выпускаете? Музыкантов? Звукооператоров. Ага. Понятно. Это тоже интересно. Давно у нас не было таких специальностей здесь, в городе. Если говорить о предстоящем богатом сезоне, богатом, имею в виду на события для вас, как для руководства колледжа, предстоит абитура, что называется, у вас скоро, совсем уже вот буквально через несколько недель начнется. Какие документы нужны тем, кто хочет поступить в колледж? Ну, у нас минимальный перечень документов, это составляет у нас копия паспорта, копия аттестата, либо диплома, при зачислении оригинал. Ну и документы можно подавать только в двух видах. Это через госуслуги электронно, даже очень удобно. Сидя дома, можно просто подать документы, да, вот, в понравившийся колледж, специальность. Ну и либо лично, как я ранее озвучивал, город Якутск, Кирова, 32, приемную комиссию. Если не ошибаюсь, с 20-х чисел июня, по-моему, у всех начинается. Да, все верно. Приемная кампания. Направления и специальности можно ли сегодня какие-то выделить, которые пользуются наибольшим спросом у поступающих? Ну, практически все специальности у нас пользуются спросом, можно сказать, да, в нашем колледже. Всегда у нас средний конкурс на одно бюджетное место составляет 10 человек. Ну, по результатам прошлого года. Ну и самое востребованное, ну, из года в год меняется. Допустим, позапрошлом году это у нас была анимация, анимационное кино. Там конкурс у нас составлял 14 человек на одно место. По результатам прошлого года это у нас дизайн по отраслям, подразделение графический дизайн. Там конкурс у нас составил 16 человек на одно место. А на этот год есть какие-то прогнозы? Или вы прогнозов не делаете? Ну, прогнозных данных таких более подробно, если посудить. Ну, скорее всего, вот данные такие же специальности останутся, но и в последнее время по направлению легкой промышленности. А, кстати, поступают к вам на базе 9-11, насколько я понимаю, да? Да, на базе 9 и 11 класса. Да, вот, ну, у нас в этом году 200 бюджетных мест. На базе 11 мы будем принимать по таким специальностям, как дизайн по отраслям, графический дизайн и техника фотоискусства. Я знаю, что у вас, как и во многих других учреждениях среднего профессионального образования, есть, что называется, современные мастерские. Что у вас они из себя представляют, хотелось бы узнать, учитывая, что вы работаете над такими достаточно креативными материями. Ну, если по истории даже говорить, да, вот нашего учреждения колледжа, мы в 2022 году стали победителями конкурсного отбора «Молодые профессионалы», повышение конкурсоспособности среднего профессионального образования, это нацпроект образования. И по результатам этого мы стали победителями в лоте
искусство, дизайн и сфера услуг. По двум направлениям у нас современные мастерские открылись в 2023 году. Это компьютерное моделирование швейных изделий, цифровое моделирование и технология моды. Ну и радостная новость, могу сказать, да, всех югтян поздравить, что буквально сегодня рано утром стали результаты известных конкурсного отбора федерального проекта «Профессионалитет», то есть финансировано на 2027 год. И по результатам этого конкурса Якутия заняла первое место по Дальнему Востоку именно по количеству победителей. То есть 7 колледжей в следующем году получат финансирование. И ваш в том числе? И наш в том числе, да. Надо было с этого начинать. Ну, к этому, наверное, мы еще не вернемся. Да. Благодарю. Ну, конечно же, тут стоит отметить, что это большие годы работы и системная работа, соответственно, Министерства образования и науки под руководством министра Соколовой Нургуны Афанасьевны, ну и нашего родного Института развития профобразования, ну, под руководством Ивановой Лилии Михайловны. Ну, еще, если похвастаться, можно сказать, что наш колледж занял первое место по России именно в бальной системе. Мы получили 95 баллов из 100. Уникумы какие-то. По направлению легкая промышленность. Хочу вот о чем поговорить. Я не случайно упомянул особое внимание, которое сегодня и в стране, и у нас в республике уделяется развитию креативных индустрий. И сегодня они говорят вообще на разных уровнях, и в высоких кабинетах, и в кабинетах пониже. Что-то изменилось в плане того, как стали востребованы выпускники вашего колледжа, потому что, на мой личный взгляд, вот раньше, кто учился на дизайнера, они потом куда-то пропадали, переучивались, и совсем другие профессии осваивали. Вот дизайн, вот это все такое прикладное, оно раньше было по большей части более хобби. Ну, всем известно, что Якутия является лидером креативной экономики, да, в креативной отрасли в целом. Ну и к этому, конечно, послужил стратегический указ нашего главы Айсена Сергеевича под номером 32 «Развитие креативной экономики в Республике Саха-Якутия». Ну и там обязательно стратегической одной целью стоит то, что к 2030 году занятых в креативной экономике должно достичь 70 тысяч человек. Ну и то, что касается системы профобразования, это увеличение доли выпускников в 2 раза к 2030 году. К этому мы стремимся. Ну, можно сказать, что востребованность креативной экономики, да, вот не сырьевой экономики считается. Это именно труд людей, умственный труд людей. И, в принципе, вот для молодежи, для всего именно вот развитие креативных индустрий и, собственно, креативного мышления – это большой вклад в развитие в целом региона и страны. Ну и креативная индустрия – это хороший заработок, помимо того, что это еще и умственный труд. Да, соответственно, конечно же. У нас вот выпускники за последние годы очень многие стали уже на 3-х курсах, допустим, да, или на 2-м курсе, кто обучается 2 или 3 года, стать самозанятыми, регистрироваться в качестве самозанятого и уже начинает зарабатывать именно. Ну и до этого я сказал, что по результатам национального рейтинга мы тоже хорошие позиции занимаем в стране. В таком разрезе, если мы с вами повели наш разговор, что сегодня можно посоветовать школьникам, выпускникам, которые, возможно, маловероятно, конечно, но возможно, что еще не определились со своим будущим и под тем путем, по которому они пойдут, вот почему нужно выбрать креативную индустрию для себя? Ну, посоветовал бы именно не бояться, пробовать все новое именно, да, вот не останавливаться на одной профессии именно. Допустим, креативное направление, ну, креативная индустрия – это вообще кладезь, можно сказать, да, всех направлений, допустим, это и дизайн, мода, ювелирное производство, косторезное искусство, да, легкая промышленность, ну и там… Цифровые технологии. Цифровые технологии – это все результат креативных индустрий, в принципе. Ну, я думаю, что молодежь сейчас как раз, для молодежи это очень актуально. Ну, и это говорят именно вот конкурс на одно бюджетное место за последние годы об этом и показывает. Не сомневаюсь, мне кажется, это один из главных показателей. Константин, вы знаете, все, кто ко мне приходит от учреждения среднего профессионального образования, ваши коллеги с разных техникумов, я всегда им задаю один и тот же вопрос. Опять же, основываясь исключительно на своем сугубом опыте, в мою бытность, когда я выпускался из школы, это было лет много назад уже, говорили, что вот не сдашь ЕГЭ, пойдешь в ПТУ. Пугали всегда средним специальным образованием. Насколько этот вектор сильно поменялся и почему сегодня престиж у среднего профобразования настолько высок?
Ну, вы правы, конечно. Это даже вот последние результаты исследования Национального института, исследовательского университета Высшей школы экономики говорят то, что за последние годы в 2025 году более 40 раз престиж среднего профессионального образования вырос. Но мы думаем, в принципе, что это обязательно 5 столбов, именно на которых это основывается. Это сроки обучения короткое, да, вот там 2-3 года обучения, и ты уже специалист. Соответственно, конечно, профобразование — это проектоориентированное обучение. Соответственно, выпускник трудоустраивается быстрее, да, вот буквально то, что я говорил, во время обучения может трудоустроиться уже, то есть уже зарабатывать деньги. Ну и, конечно, это современная материально-техническая база, то, что вот даже вот благодаря профессионалитету все колледжи на достойном уровне модернизируются, материально-техническая база. Ну и, конечно же, вот показатель трудоустройства. Ну, скорость обучения без потери качества. Все верно. Это самое главное. В заключение хочу спросить, если вдруг у наших слушателей, среди которых, возможно, и вероятнее всего будут и подростки, и выпускники школ, если возникнут какие-то дополнительные вопросы, куда им обратиться, как с вами связаться, где можно найти информацию о работе приемной комиссии? Ну, если молодой человек, обычно мы уточняем у них всегда, откуда вы узнали информацию. Любой поисковой системе может написать «Колледж креативных индустрий АЯ-РУСТАР». Это сразу выйдет наш сайт, где подробно, информативно все описано. Да, вот вкладку «Как приемная комиссия» может туда зайти, либо, как ранее тоже сказал, вот можете через портал госуслуги подавать документы, ну, либо лично прийти к нам на Кирова 32. Константин, я благодарю вас за интересную беседу. Уверен, у вас впереди очень интересный месяц будет с абитуриентами. Желаю, чтобы каждый из них нашел себя обязательно в жизни, а найдут они себя точно, учитывая то, какой вектор для себя выбирает и наша республика, да и в целом, наверное, и страна, и мир. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи.